данный видеоматериал создан исключительно в познавательных и опровергательных целях. Никак не призывает к разжиганию межнациональной розни, нисколько не преследует цели унижения чести и достоинства по национальному признаку, никоим образом не побуждает к экстремизму. Недавно в антиингушском провокационном паблике «Ламаст», а также на странице Юнии Успанова был размещен короткий ролик, в котором приводится вырванная из контекста информация из труда ученого-кавказоведа Башира Далгата. Автор данного видео преследовал цель отвергнуть исконную территориальную принадлежность ингушам Назрани. Назрань в то время представляла из себя пустошь и была спорным местом между кабардинцами и чеченцами. Далгат Башир Керимович. Родовой быт и обычное право чеченцев и ингушей. Исследования и материалы. Москва, 1892-1894 год. Как мы могли видеть, приводя данную цитату, администратор паблика не удосужился продемонстрировать непосредственно саму страницу полностью из этой книги, а вырвал из контекста лишь угодную ему информацию, которая не вяжется с общим содержанием сведений. Ведь если взять фрагмент из приводимой им книги и зачитать полностью этот абзац, то выясняется, что автор этого видеоролика использовал только тот тезис, который лишь соответствует его прихотливому желанию. А теперь зачитаем текст полностью. Основателем Назрани, нынешнего главного центра ингушского народа, был выдающийся из ингушей Карцхал Арцхалов, иначе Мальсагов, происходящий из выселившейся в предгорье ингушской фамилии Таргимхоевых. Назрань в то время представляла из себя пустошь и была спорным местом между кабардинцами и чеченцами. Карцхал жил сперва в местности Ангушт. Он взял с собой своих однофамильцев, к ним присоединились многие ингуши и из других фамилий, и они отправились к месту, занимаемому ныне Назранью. В то время по реке Сунжа и около Назрани находился большой лес. Пришельцы поселились в шалашах, но потом вырубили деревья и выстроили деревянные избы. Арцхалов выстроил для себя высокую деревянную башню и назвал ее башней на ногах. В ней могло поместиться для обороны несколько сот человек. Чеченцы, проведав, что какой-то смельчак завладел оспариваемым им от кабардинцев местом, пошли на него войною. Ингуши не испугались чеченцев и, забравшись в башню, стали защищаться, отстреливаться. Убитых они клали туда, где окна были побольше, и загораживали себя трупами. От их огня чеченцы, наконец, не выдержали и обратились в бегство. Ингуши пустились в погоню за ними. Все это пространство было усеяно трупами чеченцев. Алхузор Ахушкович Хулухоев тогда же сочинил песню, воодушевившую ингушей в битве их с чеченцами. Воодушевленные словами песни, ингуши одержали победу. После этого чеченцы не осмеливались более беспокоить ингушей.